В этой видеолекции мы поговорим с вами о примере проведения гендерного анализа в сфере социальной защиты. Этот анализ был проведен Министерством социальной политики одной из своих программ. Около 6% населения Украины имеют ту или иную форму инвалидности. Большинство из них – мужчины. В течение жизни количество мужчин с инвалидностью растет гораздо быстрее, чем количество женщин с инвалидностью. Высокие цифры для мужчин могут быть связаны с тем, что мужчины в большей степени подвержены риску на работе или придерживаются рискованных моделей поведения, в частности при дорожном движении, при пользовании оружием или в ситуациях применения физического насилия. Анализ групп мужчин и женщин трудоспособного возраста с ограниченными возможностями обнаружил, что среди лиц с инвалидностью, которые работают, больший процент составляют женщины. Работу имеет 62% женщин в возрасте от 18 до 55 лет, тогда как среди мужчин с инвалидностью в возрасте от 18 до 60 лет работает только 45%. Тем не менее, уровень безработицы среди лиц с ограниченными физическими возможностями растет. Рабочая группа при Министерстве социальной политики проанализировала программу с гендерной перспективы мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации людей с инвалидностью. В программе определены несколько направлений, но рабочая группа сосредоточилась на профессиональной реабилитации, такой как профессионально-техническое обучение лиц с инвалидностью с целью улучшения их умений, навыков и пригодности к трудоустройству. Программа профессионально-технической реабилитации лиц с инвалидностью предусматривала предоставление ряда услуг, в частности, услуг по профессиональной ориентации и обучению. Целью этой программы являлось предоставление женщинам и мужчинам с инвалидностью равных условий для участия в общественной жизни и на рынке труда, а также доступа к образованию. Мужчины и женщины имеют одинаковые потребности в профессиональной реабилитации. В то же время на профессиональную реабилитацию зарегистрировалось чуть больше женщин. В программе реабилитации приняло участие 667 человек, это за один анализируемый год. И из этого количества человек 52% составили женщины и 48% мужчины. Услуги по профессиональной реабилитации были предоставлены 87% лиц, обратившимся за помощью. После проведения анализа было выявлено, что обучение несколько чаще проходят женщины. 89% всех женщин, которые зарегистрировались для участия в программе, по сравнению с 84% мужчин. На выбор учебных предметов влияют традиционные гендерные роли. Этот анализ показал, что четкие гендерные различия существуют в выборе предметов для профессионального обучения. На наиболее популярный курс, такой как компьютерный набор, записались 60% мужчин и 40% женщин. Ситуация на других учебных курсах свидетельствует о еще более четких гендерных различиях мужчин и женщин, так как преимущественно женскими являются профессии, связанные с индустрией красоты – парикмахер, мастер маникюра, визажист, должность личного секретаря, флориста, а также профессии, связанные с текстильным производством. Женщины и мужчины, судя по всему, имеют одинаковые возможности трудоустройства после завершения обучения. Но в то же время уровень занятости составляет от 24% автомеханики до 36% это сапожники, тогда как показатели других профессий находятся в пределах этого диапазона. Тем не менее, было обнаружено одно отличие. Женщины, прошедшие подготовку по профессиям, традиционно считающимся женскими, такие как флорист и парикмахер, имеют больше шансов на трудоустройство именно в этой сфере. Трудоустраивается около 20%, тогда как для других профессий этот процент будет гораздо ниже.
Анализ трудоустройства всех центров профессиональной реабилитации в Украине продемонстрировал, что подавляющее большинство персонала этих центров составляют женщины – 70%, тогда как процент мужчин в этих центрах составляет лишь 23%. Однако мужчины в центрах реабилитации зарабатывают больше, чем женщины, несмотря на их низкую представленность. В зависимости от категории персонала мужчины зарабатывают больше, чем женщины. Например, для административного персонала среднемесячная заработная плата женщин составляет примерно на 14% меньше, чем у мужчин. Почему так происходит? Необходимо провести дополнительный анализ, чтобы исследовать эту проблему. Тем не менее, этот показатель подтверждает в целом тенденцию в Украине о разрывах в заработной плате между мужчинами и женщинами даже в одной категории и в одной сфере и направлении трудоустройства.